Реальная угроза. Люди, которые живут на своей земле и мечтают о своей родине, не воспринимая царя-батюшку, это, как у Оруэлла, мысли преступления. То есть они виноваты по определению, увы. И поэтому это чистой воды политика, чистой воды политическое преследование. Я думаю, что никаких террористических организаций или религиозных течений там нет и близко. Но когда это мешало российским судьям. Ну, я родилась в Крыму, и с момента провозглашения независимой Украины в Крыму вообще никогда не было никаких террористических актов. Ну, если очень нужны российским судьям террористы, они их придумывают. Это не проблема. Они, если требуются и теракты, могут сами устроить. Мы это видели все в свое время. Мгм. То есть это чистой воды расправа. На самом деле это не просто расправа, не просто ненависть на ровном месте. Это логика, политическая логика. Мы помним, как татар в 1942 году, по-моему, переселяли в 1944 в Узбекистан, в Казахстан, фактически в Голую степь, чтобы освободить от них Крым навсегда. И не давали возвращаться. Все А, эти годы не давали возвращаться, заселяли там военными, пенсионерами, приезжими, чтобы просто в Крыму ассимилировалось другое население. Татары начали возвращаться только уже в 90-е годы. И сейчас, ну, поскольку сейчас... начали в 60-х, да, Ну, ну, очень сложно массово было. У меня активность. знакомый Дальшат, он рассказывал, как пытался вернуться отец, не получилось, как он уже вернулся, уже он мой ровесник, уже в конце 90-х. Вот. И сейчас, поскольку нельзя просто запихать людей в вагоны и всех вывести в степь, пытаются в Крыму создать атмосферу страха, ужаса, преследований, чтобы люди уезжали сами. Понимали, что здесь выжить очень тяжело. То есть это начало только репрессивной машины. Если крымские татары не будут уезжать, давление будет только расти. То есть идет сейчас такая гибридная депортация. Конечно, да. Вывести так нельзя, заставить людей уехать самостоятельно. Мгм. Как мы можем сейчас бороться за своих граждан, за их права? Э, Максимум публичности, максимум привлечения западных стран, привлечения Турции, в частности Эрдогана. В Турции очень влиятельная, пожалуй, самая мощная в мире крымско-татарская диаспора, которая влияет на политику Турции. Естественно, турецкие политики с ней считаются. И максимально давить на Россию. Пока Россия не уйдет из Крыма, она крымских татар в покое не оставит. Мгм. То есть репрессии будут Будут продолжаться. продолжаться безусловно. Мы видим 6 лет, и они не заканчиваются, наоборот. Ну вот кроме выражения нот протеста, да, и так Ни в коем далее, и случае. Ноты протеста России не в впечатляют. информационном плане, понятно, проделывается определенная работа. Мы постоянно говорим о том, что на территории временно оккупированного Крыма репрессии, незаконные вот приговоры, которые мы сейчас увидели, совершенно вообще безосновательные, да, люди могут просто исчезнуть, как, например, Эрвин Ибрагимов, член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар и так далее. То есть каждый день там репрессии. Кроме вот этой информационной поддержки, мы еще что-то Информационная можем делать? поддержка – это ингредиенты, это не блюдо. Информационная поддержка – это только то, с чего мы должны начинать. Информационная поддержка, дипломатические шаги. В конце концов, наша цель какая? Вызвать в связи с этими репрессиями давление на Россию не только дипломатическое, на глубокую озабоченность не реагирует. Санкционное давление такой силы, чтобы им было проще отказаться от Крыма, что для них психологически очень тяжело, чем его удерживать, чтобы цена оккупации стала невероятно высокой. То есть я думаю, что если пойти на жесткие меры, вдруг Запад спроможется на это пойти и введет эмбарго на поставки нефти из России, то через полгода она уберется из Крыма и тщательно заметет за собой мусор. Что для этого нужно? Давить информационно на Запад, требовать принимать меры. Ну, смотрите, у нас репрессии с каждым днем усиливаются на территории временно оккупированного Крыма. Однако санкции, к сожалению, в отношении Российской Федерации не ужесточаются. Может, все-таки где-то мы не дорабатываем или просто Запад не готов идти на более радикальные шаги? Ну, вы знаете, мы видим, что Запад в свое время, Европа спокойно проглотила Гитлера, спокойно мирилась со Сталиным. И сейчас пытаются как-то найти компромисс, вроде как и санкции вести, и осудить нарушение правил международного сообщества, правил жизни, правил сосуществования, но при этом сохранить какой-то бизнес, какой-то гешефт, потому что деньги нужны, и у всех свои интересы. Вот такая вот гибридная логика у наших западных партнеров. Надо на них давить, у них тоже есть избиратели, и эти избиратели не только думают о куске хлеба, они тоже думают о том, что в мире должна быть какая-то справедливость. Ну а как давить? С какими аргументами нам нужно приходить к нашим европейским западным партнерам, как их переубеждать, как с ними общаться? Кремль и режим Путина совершают преступления против человечности. Они совершают преступления против людей.
Они занимаются политическими убийствами, похищениями и репрессиями. Нормальный мир не может с ними сосуществовать в одном измерении. Это надо доносить каждый день. Я понимаю, иногда опускаются руки на 6-й год уже, потому что мы видим, что санкции продлевают. Новые, которые вводятся, они вводятся не секторальные, которые бьют по экономике России, а против определенных фамилий, что вообще никак, или определенных компаний. Но вода камень точит. Я не вижу пока других сценариев. Давайте подключим сейчас к нашей беседе Венеру Мустафаеву. Это мать политического заключенного Сервера Мустафаева. Она с нами сейчас на прямой связи. Венера Ханум, селям алейкум. Алейкум селям. Венера Ханум, ну что ж, ожидали ли вы такого результата, такого приговора? Понятно, иллюзий никто не питал, но все-таки вот хотели бы от вас услышать. Да, конечно, вот сегодня, 16 сентября, мы вот приехали в Ростов на судебное заседание наших сыновей Бахчисарайской, второй Бахчисарайской группы. Да, сегодня, конечно, вот нам огласили приговор. Мы действительно не думали, что они что-то хорошее нам скажут. Мы не надеялись на это. Но в глубине души хотелось бы, чтобы это произошло. И вот мы огласили этот приговор. Ну, конечно, эти сроки такие неимоверные. Это лишь на бумаге. Мы единственное вот надеемся на это, что не пройдет, может быть, долго времени, что наших сыновей тоже освободят. Вот как сегодня освободили из зала суда прямо Аметова Эрнеса. Мы надеемся, что наших детей тоже освободят, и когда-нибудь это произойдет. Мы надеемся на это. Наши ребята, конечно, очень стойко держались. Они всегда, все заседания очень стойко держались. Молодцы. Они наши ребята такие вот стойкие, крепкие, мужественные, искренние. И то, что на них вешают такие ярлыки террориста, это, конечно, не про них сказано. Вот сегодня у нас здесь столько джемата приехало, да, вот почти около 500 человек. Очень много. Вся вот эта улица была заполнена людьми. Все, конечно, видели это. Люди проезжали на машинах, фотографировали. И это говорит о чем? Это говорит о том, что наши ребята не террористы. Они были бы, если бы таковыми, к ним бы столько народу не приехало бы. Весь Крым, весь международное сообщество, все поддерживают и просят, чтобы наших ребят выпустили немедленно. И мы с этими приговорами, конечно, не согласны. Это наши такие, мы гордимся нашими сыновьями. Они любимые сыны нашего народа. Они всегда за народ, они всегда вообще и осуждают-то их за это, за то, что они ходили в мечети, читали там намазы, за то, что там обсуждали аяты, суры с Корана. Вот за что их обвиняют. И вообще за то, что они крымские татары. Вот, как все время нашей истории преследовали, так и продолжают эти преследования. Венера Ханум, а вы видели Сервера Мустафаева и других политических заключенных? Как они выглядели? Возможно, они передали какое-то послание, что-то сказали. Расскажите об этом. Да, я вот хочу об этом тоже сказать. Да, мы их видели. Мы когда зашли, они все увидели, вот, ну, пустили у нас там немногих, конечно, где-то человек 30 пустили. И когда они увидели и услышали от нас, что столько джемата приехало, они просто прыгали. Они настолько были рады, что народ их не забывает, что приезжают. И настолько они переполнены были эмоциями. И они нам оттуда, наоборот, кричали: ничего не переживайте, не думайте, что эти сроки мы отсидим, что это все по воле Всевышнего, мы выйдем отсюда, что это всего лишь на бумаге, что все решает Всевышний Аллах. И они вот нас, наоборот, успокаивали, и у всех на лицах были улыбки, и все они приветствовали, были, ну, как всегда, не сломленные духом. Вот такие вот наши ребята. Венера Ханум, на какую поддержку вы рассчитываете от официального Киева? Как сегодня, по вашему мнению, должна действовать Украина? Что она может сделать, на ваш взгляд? Что должна сделать? Ой, конечно, очень хотелось бы, чтобы Украина нам помогла. Вообще надо, чтобы
все мировое сообщество об этом узнало. И вот везде требовали освобождения наших ребят со всего мира, чтобы требовали. И Украина этому способствовала. И какие-то вот работы делались, что-то вот как бы просвещалось все это, что наши ребята должны освободиться. И помогли нашим ребятам, ну, хотя бы в какие-то ближайшее время, может быть, я не знаю, насколько это близко, помогли нашим ребятам тоже выйти. Вот очень хотелось бы, чтобы вот в этом вопросе помогли. Мы надеемся, наши ребята не террористы, они не те, за кого их считают здесь, в России. И поэтому у нас одна надежда, что с помощью Всевышнего нам помогут наши украинские друзья. Скажите, Украине нам помогут. да, а что говорят сейчас адвокаты? Планируют ли они обращаться в какие-то другие инстанции для обжалования данного приговора? Да, конечно, сейчас вот в течение 10 дней будут они писать жалобу на апелляционный суд, а потом после апелляции, конечно, они будут дальше в ЕСПЧ. Вот у них планы такие, дальше писать, и будут вот эти все документы, все протоколы будут переправлять туда после апелляции. Будем бороться до конца, конечно. Мы должны доказать, что наши ребята гордость нашего народа, и что мы все их любим и ждем. Я лично очень хочу за наших ребят. И я надеюсь, что справедливость восторжествует именно с помощью Всевышнего. И с помощью, как я уже говорила, наших украинских друзей. Венера Ханум, как вы считаете, чего добивается таким образом Кремль, вынося вот такие безумные приговоры совершенно ни в чем не виновным людям, нашим соотечественникам? Вы знаете, это проблема не сегодняшнего дня. Это уже веками идет. Наш народ, мусульман, крымских татар, всегда не хотели, всегда почему-то издевались над ними, всегда вот эти репрессии. Это не первые репрессии, это не первые такие вот отношения к нашему народу. В 1944 году вот полностью выслали. И вот это вот возвращение крымских татар, мусульман на свою историческую землю, вот это, конечно, очень неприемлем для Кремля. Они не хотят все-таки признавать нас здесь, крымских татар, мусульман, коренными Крыма, коренными жителями Крыма. И вот это вот и подталкивает их прибегать к разным видам, вот таким вот обвинениям. То предателями обвиняли, теперь уже террористами. И вот это все подталкивает их к этому. Именно нежелание крымских татар видеть здесь, в Крыму. Я так думаю. Çok sağ olunuz Венера Ханум, bizle bağlanğanız için Allah cümlemizge sabır versin ve tezden siyasi mahbuslarımızdan azat edilmesine yardımcı olsun. Çok sağ olunuz. Çok sağ olun sizler de. Unutmayıp bizlerine böyle bağlanıp durğanınızga, böyle yardımlar или bizlerge koşulğanınızga. Ne Çok demek, sağ olunuz. bizim vazifemiz bu. Çok sağ olunuz, Венера Ханум, bizle bağlanğanız için. Венера Мустафаева, мать политического заключенного Сервера Мустафаева, была с нами на прямой связи. Напомню, что у нас в студии работают телефоны, на экраны ваших телевизоров режиссеры их периодически выводят. Поэтому звоните к нам в студию, задавайте ваши вопросы, звоните абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете также присоединиться к нашему эфиру по скайпу. Нам важен ваш голос, но я хочу отметить, что сегодня в Киеве прошла акция в поддержку политических заключенных. На акцию пришли неравнодушные правозащитники, бывшие политические заключенные и не только. Как вы считаете, обмен пленными, вот о которых говорила Венера Мустафаева, и, очевидно, родители рассчитывают на то, что Украина в этом направлении будет и делает что-то, чтобы освободить своих политических заключенных. Насколько сегодня это вероятно? Украинская власть делает все, чтобы вернуть наших пленных, хотя мне кажется, что в данном контексте уместнее называть их не пленными, а заложниками. Заложниками в да, руках конечно. террористов. Уже один обмен был, Зеленский ведет переговоры, но мы видим, что Россия не хочет отдавать людей просто так.
она рассматривает, как не дико это звучит в 21 веке, она рассматривает людей как своего рода валюту. Ну, как террористы, в принципе, и делают. Они готовы поменять захваченных наших граждан не на своих, а на политические уступки. То есть сейчас ротиками своих марионеток из того же Донецка Россия озвучивает, что сперва вы меняете постанову Верховной Рады, где Россия названа агрессором, и выборов не будет на оккупированной территории. Да, мы обсудим еще. А потом уже будем обсуждать варианты обмена. На самом деле это бред чистой воды. Во-первых, Верховная Рада никогда бы не приняла такого решения, даже если бы могла. Во-вторых, постанова – это акт одноразового действия. Это не закон, куда можно вносить правки, она принимается один раз и действует. Но и в-третьих, я считаю, что с террористами надо строить диалог в формате «вы сперва возвращаете пленных, а потом мы обсуждаем все остальное». То есть, в принципе, украинская делегация делает все, что Но можно, мы же но мы видим, видим... что именно все договоренности, которые заключаются, они срываются со стороны Российской Федерации. И коммюнике Естественно. после нормандской встречи также было сорвано со стороны Российской Федерации. Может, им просто это не нужно? Или они просто не видят, на кого можно обменять наших заложников? Вы знаете, дело в том, что, учитывая оккупированный Донецк, оккупированный Луганск, оккупированный Крым, если быть циничным, у них бесконечный обменный фонд. Они могут хватать людей на улицах, обвинять их в чем угодно, в работе на СБУ, в причастности к террористическим организациям, в злоумыслии в любом против царя и его свиты. И потом менять с нами. У нас пополнять обменный фонд мы так не можем. Но они просят политических уступок. Это именно российская фишка. У них всего два рычага. Это обстрелы в Донбассе и взятие заложников. И они требуют на это политических уступок. То есть пока мы заходим в тупик и без давления жесткого международного сообщества, которое, по идее, с террористами должно разговаривать, как положено говорить с террористами, пока их додавить очень тяжело. То есть переговоры, в принципе, идут постоянно. И в рамках советников, и в рамках министров, и когда будут в нормандском формате в рамках президентов и канцлера, и в трехсторонней контактной группе. Но пока мы видим, процесс Но идет очень нормандский тяжело. формат не предусматривает Крым. Как быть с Крымом и с крымскими политическими Тут заключенными? скорее вопрос к тому, как он был подписан, как были подписаны эти Минские соглашения тогда. Ну, там нет слова о Крыме. Там нет ни слова о Крыме. И сейчас вернуть Крым в формат переговоров очень тяжело, потому что, по словам людей, которые находятся в контактной группе, любая попытка добавить слово «Крым» к переговорному процессу, российская делегация прячется в раковину и защелкивается изнутри. Переговоры вообще тормозятся. По большому счету, если мы были бы слишком достаточно жесткие и не ставили целью любой ценой вытянуть людей оттуда, то нам надо было просто сразу на нормандских переговорах заявить: ребята, то, что подписано в 2015 году, было ошибкой. К слову «Ордло» добавляем Крым, потому что разницы нет. И то, и другое оккупированной Российской Федерацией территории. И только так говорим. Россия обижается, уходит, мы тоже разворачиваемся, все. А сейчас это сделать уже поздно? Это можно сделать в любой момент. Но мы должны четко понимать, что если ты кому-то угрожаешь, твоя угроза имеет смысл только в том случае, если ты готов, и все понимают, что ты готов ее реализовать. Готовы ли мы выйти сейчас из переговорного процесса? Пока у нас там остаются заложники, пока есть хоть какая-то надежда их вытянуть, мы будем ходить кругами вокруг переговоров, торговаться, вызывать к Западу с целью вытащить людей. Такой приоритет. Мгм. Ну, вы помните, несколько недель назад Министерство иностранных дел Украины передало президенту Владимиру Зеленскому концепцию международной диалоговой платформы по Крыму. Вот как вы считаете, может создание какой-то диалоговой платформы по Крыму будет двигать вопрос освобождения наших политических заключенных? Возможно, любые средства хороши. В идеале хотелось бы, чтобы Россия убралась из Крыма, вернула всех заложников и навсегда исчезла с нашего горизонта. Но будем реалистами, и я пессимист в этом вопросе. Я не могу вспомнить за последние, может, 2-3 десятилетия, откуда Россия, куда она пришла с оружием, уходила сама. Приднестровье, Абхазия, Карабах, Донбасс, Крым. Россия не уходит. Если она что-то вцепилась, у нее, как у щуки, у бультерьера, у крокодила, зубы загнуты внутрь. И отобрать добычу можно только вырвав эти зубы. В принципе, метод ничем не хуже других. То есть я думаю, что Россия освободит и Донбасс, и Крым, и Приднестровье, и оккупированные территории Грузии тогда, когда посыпется сама как карточный домик. К сожалению, это будет не завтра и не в следующем году. На Но 75-й пока сессии... для освобождения заложников использовать нужно любые, можно и нужно любые платформы.
На 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая открылась еще 15 сентября, Украина будет выносить два проекта резолюции, которые будут касаться аннексированного Россией Крыма. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Одна резолюция, как он говорит, будет касаться нарушения прав человека на территории временно оккупированного Крыма, ну а другая резолюция коснется милитаризации Крыма, Азовского и Черноморского и Черного морей. Работа над текстом новых резолюций началась уже давно, и сейчас тексты резолюций дорабатываются. Какая еще крымская проблематика, по-вашему, может рассматриваться на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций? Любая крымская проблематика может рассматриваться, потому что, начиная с того, что его оккупировали, все остальное уже следствие. Репрессии по этническому признаку, по религиозному признаку, давление на политических оппонентов, давление на свободу слова. Все действия России носят противозаконный характер. До того, как российский военнослужащий даже вплоть пошел в лес собирать грибы. Незаконное пересечение украинской границы. То есть давить их можно и нужно по всем пунктам. Но понимаем, что это все как бы просто как дипломаты должны делать кучу бумажек, кучу запросов на каждый повод. Но ключевая проблема – это оккупация. Вот это первая главная причина. И об этом нужно говорить постоянно. Но мы понимаем, что в Совете Безопасности есть Россия, есть Китай, и у них есть право вето. То есть в этом формате Совбез ООН не работает уже сейчас. Мы помним, как российскую делегацию возвращали в ПАРЕ, несмотря на то, что она не выполнила ни одного условия. Тогда можно ли сказать, что ООН как инструментарий сегодня в разрешении оккупации Крыма неэффективен? Неэффективен он, ООН деградировал, как в свое время деградировала Лига наций, от нее пришлось отказаться. В этом формате ООН уже, мы видим ее неэффективность. Но это не значит, что... То есть мы можем говорить о необходимости реформировать ООН, необходимости строить какие-то новые союзы. Но мы не должны выбирать между делать это или делать это. Мы должны делать все и везде. Все эти задачи, которые сейчас украинское руководство, украинская дипломатия решает, казалось бы, мелочи, все должны быть сделаны. И при этом мы должны искать других союзников, говорить напрямую с США, с Великобританией, со странами Европейского Союза, со странами Восточной Европы, с Китаем, с Турцией, которые пользуются приличным влиянием в регионе, и вырабатывать свою стратегию, свою игру. Ну вот председательствовать на грядущей сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций будет Турция. Как вы считаете, может ли это как-то повлиять на то, как будет обсуждаться проблематика Крыма? Турция пользуется большим влиянием на Россию. Турция пользуется большим влиянием в Крыму. И Турция вообще в этом регионе один из мощнейших игроков. Причем растущий игрок. Не хотел бы сгущать краски, но Турция по росту влияния своего при Эрдогане немножко уже напоминает что-то похожее на древнюю Османскую империю. То есть это очень влиятельный действительно игрок в регионе, пожалуй, самый влиятельный. Но мы понимаем, что прекрасно понимая свои возможности, турецкое руководство не будет разбиваться в лепешку ради Украины. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров с нами сейчас на прямой связи. Рифат ага, селям алейкум. Алло, Рифат ага. Алло. Алло, Рифат ага, селям алейкум, слышите? Алейкум да, Ага. Рифат ага, а сейчас? Алло. Сорвался, к сожалению, у нас звонок с председателем Меджлиса крымско-татарского народа. Я попрошу наших редакторов еще раз попытаться его набрать. И мы хотели бы от него тоже слышать его комментарии относительно безумных приговоров, которые сегодня вынесли нашим соотечественникам, крымским татарам. За 6 с лишним лет Российская Федерация, вот продолжая тему ООН, всячески пыталась склонить на свою сторону по вопросу Крыма другие страны. Принесло ли это какие-то плоды, как вы считаете? Пока нет. Украина сопротивляется, наши союзники достаточно сильны, хотя попытки были, мы видим. Мы видели ряд немецких политиков, ряд итальянских политиков, ряд французских, которые явно заигрывают с Россией и потихонечку лоббируют их интересы. Чего греха таить, такие политики есть и в Украине. И вполне серьезно, пока в формате фейков, в формате личных заявлений, ни в коем случае не официальное предложение, вбрасываются варианты обмена де-факто признания Крыма на выход России из Донбасса. То есть мы даем туда воду через посредника, мы смирились с тем, что там происходит, игнорируем репрессии,
То есть юридически они остаются как страны Балтии под гнетом Советского Союза, оккупированными территориями, несколько десятков лет, сколько угодно. Но фактически Россия там чувствует себя свободно и комфортно. Рифат Чубаров с нами сейчас на прямой связи, как мне подсказывают наши редактора. Рифат ага, селям алейкум, слышите ли вы нас? Aleyküm selam. Bak var ama yolda kesem de onun için tamam. Онлайн. Рифат ага, 110 лет суммарно лишения свободы для наших соотечественников. Такое решение, такой приговор сегодня вынесли российские оккупационные судьи. Что скажете, как прокомментируете? Но этот суд юридически ничтожный, он не то что несправедливый, он преступный. Мы будем делать все для того, чтобы эти сроки, которым присуждены наши соотечественники, наши сограждане, они не были соблюдены. То есть, чтобы людей намного раньше освободили. Я надеюсь, что это удастся нам, объединив все международное мнение и сообщество. А ведутся ли сейчас, по вашей информации, какие-то переговоры относительно освобождения наших политических заключенных? Вот в этом направлении сейчас работа ведется. Может, у вас есть информация от Офиса президента? Я могу судить о той информации, которая в последнее время оглашается Офисом президента. Где-то более 2 месяцев у нас нет взаимодействия по освобождению политзаключенных. Мы все свои предложения ранее направили в Офис президента, и в наших предложениях включены все политзаключенные, крымские политзаключенные, и крымские татары, и граждане других национальностей. Что добивается Кремль, вынося вот такие ужасные приговоры нашим соотечественникам? Но это всем давно очевидно, и надо было бы, чтобы это понимали и те, кто сегодня возглавляет власть в Украине, президент, его офис. Москва старается как можно быстрее выдавить крымских татар со своей земли. И одним из инструментов, которые использует Москва, это, с их точки зрения, страх через репрессии. Таким образом, Москва пытается крымских татар, как нелояльных, как коренной народ Крыма, выдавить из полуострова. Что сегодня официальный Киев должен делать, чтобы защищать своих граждан на территории Крыма? Но прежде всего официальный Киев должен максимально конкретизировать свои действия в отношении деоккупации Крыма, показать весь то, что возможно, конечно. Часть действий Украины не может быть публичной, но максимальное объединение с партнерами, взаимодействие с меджлисом крымско-татарского народа. У меня такое представление, что некоторые в офисе президента просто не осознают о том, что в Крыму в заложниках находится целостный народ, который ожидает не только активных действий со стороны украинской власти, но он ожидает как можно тесного взаимодействия с представительным органом крымско-татарского народа. Сегодня все международное сообщество говорит о необходимости отмены Российской Федерации своего запрета на деятельность Меджлиса. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН говорит о необходимости восстановления деятельности представительного органа крымско-татарского народа. А в это время чиновники Офиса президента, они возомнили, что они все знают, все понимают. И насколько я насколько я имею представление, они не взаимодействуют не только с Меджлисом крымско-татарского народа, но и со всеми иными гражданскими институциями украинского общества. Такая деятельность офиса, она способствует некой кулуарности. И, возможно, этим они и могут попасть
своеобразный капкан, создаваемый так называемым диалогом с Москвой. Çok sağ olun нас. Это был Рифат Чубаров, председатель Меджлиса крымско-татарского народа, с нами на прямой связи. А как вы считаете, действительно ли сегодня украинская власть, представители нашей власти, Зеленский и его команда, может попасть в вот этот капкан, пытаясь каким-то образом договориться с Путиным? Ну, переговоры идут, я повторюсь, непрерывно. С целью освобождения заложников. Это приоритетная задача. Президент это не скрывал с самого начала. Другое дело, опять-таки, о чем мы говорили, Кремль хочет политических уступок в обмен на освобождение заложников. Например? Политические уступки Кремля, прямые переговоры, например, Киева и Ордло, что автоматически делает Россию не агрессором, не участником конфликта, а миротворцем и посредником. А конфликт приобретает характер внутриукраинского. На этого мы идти не Да, можем. и мы общаемся с террористами, получается. Проведение выборов на оккупированных территориях. Исключение из документов украинских статуса в России как агрессора. И, опять-таки, то, о чем мы говорили, де-факто согласие на оккупацию Крыма. И сейчас оккупанты очень активно педалируют вопрос воды в Крыму, потому что там действительно сейчас сложилась очень критическая ситуация. В том числе член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод опубликовал на сайте Организации Объединенных Наций заявление с призывом к ООН предотвратить гуманитарную катастрофу в Крыму в связи с нехваткой питьевой воды. И тем самым Александр Брод сейчас утверждает, что это является нарушением со стороны Украины, нарушением вообще международного права и нарушает все украинская сторона. Как вы оцениваете вот эту аргументацию оккупантов? Он врет. Он Очевидно. прямым текстом врет. То есть ни юридически, ни логически оправдания никакого ему нет. И это ложь. Они его продвигали через бывшую прокуроршу Крыма Поклонскую, через, я не знаю, какая должность у этого криминального авторитета Гоблина по фамилии Аксенов, но в оккупации он в Да, Крыму сейчас псевдоглава Крыма. Да, псевдоглава Крыма, пожалуй, самая удачная. Вот, они все время продвигали тему, сперва, что мы обойдемся, а потом воды стало не хватать. Пошла на убыль вода в водохранилищах, речек не хватает. Порядка, наверное, 2 десятков лет, я не гидролог, но говорил с гидрологами, пресная вода, поступающая с материка, позволила создать подземную пресноводную линзу, что опреснило крымские земли и позволило выращивать разные культуры. Сейчас они выкачали из колодцев эту воду, пошли солончаки, засаливается вода в колодцах, засаливается почва. Для промышленности точно нет воды. Ее не хватает для массы российских военных. То есть на гражданских, в принципе, воды бы хватило. И они пытаются любыми способами давить на Украину, чтобы Украина дала воду. Но вот Ну, насколько во-первых, состоятельны вот эти заявления о том, вообще-то что должно вмешаться юридически за международное оккупированную сообщество и ООН? территорию несет ответственность оккупант целиком и полностью. Потому что это выглядит дико. Человек захватил вашу квартиру, говорит: слушай, а что ты за свет не платишь? Что ты за воду не платишь? Мне же все отключат. Мне уже отключают. Ты сходи, заплати. Убирайся из моей квартиры, я сам буду за нее платить. Что вы, простите, за оккупанты, которые не можете даже контролировать территорию, которую захватили? Захватили Крым, и еще требуете у нас что-то на его поддержку? Пожалуйста, убирайтесь домой. Убирайтесь домой, мы прекрасно восстановим водоснабжение Крыма. Своего Ну, понимаете, украинского все бы Крыма. ничего, если бы Организация Объединенных Наций не отвечала оккупантам. Они же отвечают на запросы Поклонской и говорят, что ответственность за ситуацию, которая произошла в Крыму, лежит на Российской Федерации и на Украине. Украина позволила оккупировать Крым. Вот весь наш грех. Ну а как оценивать вот этот ответ Организации Поймите, это Объединенных Наций? бюрократы. Они не хотят ни с кем конфликтовать, они не хотят делать жестких заявлений. Это не политики в ООН сидят. Это действительно скучные бюрократы. Пришел запрос, они написали ответ. Российская Федерация несет ответственность за обеспечение водой Крыма. Все. Мгм. Какая позиция должна быть Украины в этом вопросе? Такая, какая и есть. Мы не идем на сотрудничество с оккупантом, мы не можем пойти на сотрудничество. Просто любое предприятие в Украине, которое, будь то державное, коммунальное или частное предприятие, которое подпишет соглашение о поставке воды с российским субъектом федерации, каким-то российским органом власти в Крыму, автоматически сотрудничает с оккупантом, и руководство садится в тюрьму. А сделка признается недействительной. Нет таких органов власти в украинском законодательном поле, нет российских органов власти в Крыму. Понятно, что технически можно найти какой-то выход через посредников, но, как говорят циничные люди, если мирному населению в Крыму не хватает воды, и оно действительно нуждается в гуманитарной помощи со стороны Украины, пожалуйста, мы будем поставлять воду в Крым, но
только в бутылках и по конкретным адресам. Может ли ситуация с водой вынудить Российскую Федерацию начать вести переговоры по деоккупации Крыма? Я же говорю, они вцепились как щука, как бультерьер, и по-хорошему они не выбросят. Они скорее будут выселять людей из Крыма, экономить на всем, оставят только военных, закроют промышленность и растениеводство, все это будет умирать. Но они не выпустят. Вот это вот как с камнем во рту даже будут сидеть, но выпускать не будут, пока Ну есть хорошо, силы. исходя из той информации, которая у нас сегодня есть, мы можем как-то очертить стратегию, по которой будут действовать оккупанты и решать вопрос с водой в Крыму? Как-то же решать надо. Они будут давить на нас до последней возможности. То есть вода вот она рядом. Вот, то есть можно давить через ООН, можно давить на переговорах, можно пытаться торговаться, заключать какие-то неформальные соглашения, подключая к этому вопрос Донбасса, заложников, обстрелов, давления на Украину военным путем. Возможно, речь будет идти об открытой военной агрессии в Херсонской области. То есть Есть сценарий угроза возможно Херсона? любые. Всегда. Если ты находишься рядом с границей, где находятся российские войска, угроза есть всегда. Она в Херсоне есть, есть в Чернигове. У нас есть телефонный звонок в студию. Давайте примем. Алло. 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 Алло, алло, вы в эфире, слышите? Сорвался, к сожалению, у нас телефонный звонок. Звоните к нам в студию. +38 073 419 41 58. Наш номер телефона по Вайберу абсолютно бесплатно. Также можете присоединяться по скайпу. Единственная просьба, когда звоните нам в студию и уже дозвонились, и мы вас выводим в эфир, пожалуйста, отходите от вашего телевизора, либо его отключайте. Так нам будет легче и лучше вас слышно. Спасибо большое. Ну вот, возвращаясь к теме воды. Когда мы увидим или сможем увидеть мониторинговую миссию ООН в Крыму? Вот сегодня мы, и не только сегодня, у нас репрессии в Крыму каждый день, а сегодня мы увидели вот эти нереальные приговоры против совершенно невиновных людей. Права человека в Крыму каждый день нарушаются, и сейчас ситуация с водой очень критическая. Почему бы Мишель Бачелетти, Верховному комиссару ООН по правам человека, не приехать на административную границу с временно оккупированным Крымом и не пытаться заехать хотя бы туда? Я не знаю, вопрос, наверное, все-таки к нему и его команде, потому что я совершенно никак не влияю на график и планы сотрудников ООН. Возможно, как говорят, наверное, часть. Есть более приоритетные направления, есть то, что они считают более важным. Вы понимаете, что реакция на Крым вообще была какой-то вялой. Нам, конечно, грех кого-то обвинять, потому что в 2008 году мы сами очень вяло реагировали на оккупацию Грузии. Ваш коллега сегодня поднял соцопросы, и тогда 30% украинцев считали, что обе стороны виноваты, 20% считали агрессию, Грузию агрессором. То есть мы сами, когда на другую страну Россия напала, мы как-то не очень торопились помогать и не очень торопились вводить какие-то санкции. И когда в 2014 году Россия оккупировала Крым... То есть коснулось нас лично. Когда коснулось нас лично, до нас вдруг дошло, что это страшно, это больно, и это все серьезно. И нет никаких... Все не так однозначно. Нет никаких обе стороны виноваты. Есть прямая агрессия. Зеленые человечки без шевронов, то есть, вообще беспредел по международным законам. И теперь мы возмущаемся, что, что нам мало помогает. Дозвонились к нам в студию. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Юля. Я из Харькова. Угу. Я хочу задать вопрос гостю по поводу Юго-Восток. Сейчас идут все социологические опросы, что побеждает в основном платформа ОПЗЖ на Юго-Востоке, к сожалению. Как это объяснить? Я слышу в транспорте, на рынке, где-то в общественных местах одобрительные отзывы именно об этой партии, ОПЗЖ. Как объяснить это? Что Юго-Восток, который больше всего потерпел, и Донецкая, Луганская область от российской агрессии, продолжает выбирать, склоняться к выбору на тех людей, которые совершенно пророссийские,
Мне, например, очень как-то страшновато жить в этом месте, потому что я слышала от людей, что вот они совершенно поддерживают пророссийскую партию. Спасибо за ваш вопрос. Как бы вы ответили? на него? Спасибо, Юля, за вопрос. Вы знаете, очень тяжело объяснить глупость, идиотизм и необучаемость, когда за пророссийскую партию готовы голосовать жители Славянска, Краматорска, Константиновки, Дружковки, которые побывали под оккупацией и были освобождены, и ничему не научились, идиоты. Объяснить-то, кроме как глупостью, косностью, необучаемостью, я не могу. И правильно сделали совершенно, что вдоль оккупированной территории, вдоль линии разграничения отменили выборы. Это было очень болезненное, неприятное решение, но совершенно правильное украинское решение, потому что поставить избранных депутатов, которые настроены, те же, которые встречали российских военных с флагами, пели «Люблю Бабая», вставая страна огромная, размахивали колорадскими ленточками, встречали российских военных, они же придут к власти и вдруг окажутся властью в тылу прямо у наших военных. Нет, спасибо, Это не надо. результат, может быть, пророссийской пропаганды? Результат многолетней российской пропаганды. Результат, опять-таки, глупости в голову не залезешь каждому. Не Это как у обучаются люди. Преображенского, разруха в головах. Разруха в головах. Результат того, что, по большому счету, будем справедливы, украинские партии мало работали там. Мало работали. А эти работали плотно. Они там давно сидят, они там все захапали. Они вытеснили проукраинское крыло расколовшейся партии регионов, так называемое Ахметовское, Вилкуловское крыло, и захапали все вот своими. И да, народ за них голосует. Вот я не знаю, хоть кол на голове тиши, но это необъяснимо, это нелогично, это непонятно, но это факт. Давайте перейдем к следующей теме, которую мы с вами уже не раз затрагивали во время нашего эфира. Донбасс и вот это постановление, о котором вы говорили, учитывая, что сегодня трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсуждает постановление Верховной Рады Украины о местных выборах. Переговоры в ТКГ начались сегодня в 13:00. При этом российская сторона продолжает настаивать, что постановление не соответствует Минским соглашениям. Фракция «Слуга народа» в четверг, то есть завтра, собирается на заседание свое, и парламентарии обсудят проект о внесении изменений в постановление о местных выборах. Об этом написал заместитель главы комитета по организации госвласти, народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Александр Качура в своем телеграм-канале. Зрада? Нет, на самом деле тут все работает по достаточно простой схеме. Действительно, по Минским соглашениям, я понимаю, что Петр Алексеевич подписывал их в очень непростой ситуации, но соглашение действительно не в интересах Украины. И там действительно есть очень спорные моменты по поводу сначала выборы, потом контроль над границей. Теперь переходим к хорошему. То есть это тяжкое наследие предыдущего режима, которое нам досталось, которое типа надо выполнять. Теперь переходим к хорошему. Во-первых, Минские соглашения, как всякие соглашения, имеют четкие сроки выполнения. Дедлайн, как говорят журналисты. Дедлайн Минских соглашений 2016 год. Они не выполнены были в 2016 году не по нашей вине. Не было ни прекращения огня, ни полного обмена всех на всех. Не выполнены они и сорваны по вине России. Сейчас требовать их буквального исполнения в 2020 году по меньшей мере юридически нелепо. Но что делает Россия? Она настаивает именно на этом пункте. Дело не в том, выборов в Донбассе 25 октября на оккупированной территории не будет. Так подождите, зачем тогда монобольшинству собираться на заседание и обсуждать вот это постановление? Зачем? Если позволите. Да, позволяю. Россия на самом деле понимает, и все понимают, что выборов 25 октября в ОРДЛО не будет. Хотя бы потому, что уже избирательный процесс идет в Украине, его нельзя запустить там юридически. Во-вторых, постанову нельзя поменять. Это единоразовый акт голосования. Это как амнистия. Нельзя объявить амнистию, а через 2 недели посадить людей опять в тюрьму. Это одноразовый акт, опять-таки. Принято, делается, все. Вот. И Россия на самом деле все это прекрасно понимает, и она не хочет там выборов. Им важно убрать из этой постановы пункт о том, что выборы пройдут, это как бы прелюдия, после вывода иностранных российских войск и возвращения Украине контроля над границей. Россия сейчас пытается выдрать с корнем отовсюду упоминание о себе как о агрессоре, из всех украинских документов международных убрать упоминание о российских войсках на территории Украины. Вот это ключевая задача выбора, это дымовая завеса. Выборы, понятно, не пройдут под дулами автоматов. Понятно, что они должны проходить по стандартам ОБСЕ, а это свободный доступ всех СМИ, свободное участие всех партий, то есть полная гарантия безопасности.
При открытой границе, при вооруженных боевиках проводить там выборы по стандартам ОБСЕ невозможно, нелепо и даже не обсуждается всерьез. Это дымовая завеса. Россия хочет любой ценой перестать считаться агрессором, перестать считаться оккупантом и все-таки выйти на то, что это внутриукраинский конфликт. Вот и главная задача – выйти из-под санкций. И главное, потом, когда они будут вынуждены уйти, не выплачивать никаких репараций, никаких компенсаций. Это Украина разбомбила сама себя. Пусть Украина сама восстанавливает за свои деньги, платит пенсии раненым боевикам. Вот логика России. Они хотят этого добиться любой ценой. Им важны не выборы, им важно убрать этот пункт. Что делает украинская делегация? Потому что опять-таки идут переговоры по возвращению пленных, перемирие, прекращение огня. Об этом всем идут переговоры. Россия становится в позу. Нам надо выглядеть договороспособнее, чем Россия перед западными партнерами. Потому что мы настаиваем на поддержке Украины. Мы настаиваем на удержании санкций и желательно усилении санкций. Мы должны выглядеть святее Папы Римского. Поэтому, естественно, украинская делегация говорит, в Минских соглашениях нет ничего о постановлениях Верховной Рады. Минская контактная группа не может давать какие-то поручения Верховной Раде или обещания от имени Верховной Рады. Но если вы настаиваете, как говорит Кравчук, мы можем попросить. Мы можем написать звернення до Верховной Рады, пересмотреть. И хихикает. Ну а зачем тогда Верховная Рада Верховная Рада собирается говорит, пересматривать? есть Она может звернення. отказаться и сказать, что Мы нет. настроены на Стать в мир, позу. мы договороспособны, мы хорошие вообще ребята. Поэтому звернення пришло, мы обсудим и не проголосуем. Это невозможно физически. Очень есть, конечно, депутаты типа Бужанского и в «Слуге народа», которые могут проголосовать все, что угодно. Мы знаем его по борьбе за русский язык. Но там очень мощная проукраинская группа Патураева. То есть никаких голосований результативных об этом не будет. Я думаю, что даже голосования не будет как такового, потому что Кравчук эту тему уже вносил один раз, и она не прошла даже комитет. Ну, потому что, будем вот в порядке бреда, в порядке фантазии представим, что Верховная Рада голосует, и голосует результативно за проведение выборов в ОРДЛО, или помните, как хотели внести в Конституцию закон об особом статусе Донбасса в 2015 году, что было на улицах? Ну да. Да, были жертвы. То есть эти депутаты, они от Верховной Рады домой не дойдут. Давайте Это реальность. підключимо к нашій бесіді сейчас професора Києво-Могилянської академії Олексія Гороня. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю вас. Салям алейкум. Алейкум селям. Ну что ж, хотела услышать для начала вашу точку зрения относительно вот этого постановления Верховной Ради Украины и о возможных внесении изменений в это постановление, которые в дальнейшем могут отрегулировать проведение местных выборов в Донецком и Луганском областях. Я чув кінець виступу мого співрозмовника, колеги, і я повністю з цим згоден. Я думаю, що це маневрування, за яким нічого не буде відбуватися. Принаймні, я на це сподіваюся. Якщо Верховна Рада піде на якісь внесення, на поступки Росії і бойовикам, це буде принципово невірно, але я сподіваюся, що ця от гра в доброго і в поганого поліцейського, вона завершиться перемогою поганого поліцейського. Тобто, що ніяких змін не буде. Ну, те, що виборів зараз в ОРДЛО не буде, ну це 100%. Ну, 99%, так? От. Тому я сподіваюся, що нічого не відбудеться за тим. В то же время президент Украины Владимир Зеленский назвал своим главным приоритетом завершение войны и возвращение украинских территорий. Об этом он сказал в Австрии изданию «Вена Цайтунг». Давайте его вместе сейчас послушаем. Коли я щось обіцяю, це не просто порожні слова. Закінчення війни та повернення українських територій – це мій головний пріоритет. І це не якісь романтичні обіцянки. Как вы считаете, на что рассчитывает сегодня президент Зеленский? Ну, це вже складніше питання. Я думаю, в тих словах, які ви процитували, тут нічого несподіваного немає. Це правильні як побажання. Проблеми виникають в іншому. Проблеми виникають, коли виглядає так, що ми йдемо на вимоги Росії щодо прямого діалогу з бойовиками. Отакі небезпеки дійсно виникають. Так? І експертне середовище з цього приводу пана президента критикує. Знову ж таки, мені здається, що ці от навіть риторичні поступки щодо там якоїсь спільної інспекції, що там ще у нас було, чи СЦКК, спільний центр з контролю і координації в чинному складі,
де нікого, крім України, немає, тому що Росія з цього вийшла, тому вони є риторично, мені здається, навіть неправильні. В той же час я хотів би зазначити, що зараз нарешті прийнята стратегія національної безпеки України, і нашим глядачам буде цікаво дізнатися, що Крим там трактується так само, як і окупована територія Донбасу, тобто, що це окуповані території, Да. вони прирівняні, так, це добре. 8 разів Росія згадана як агресор. Так що це є то. Інша річ, наскільки всі ці стратегії будуть виконуватися, оце є вже інше питання. Так? Але бодай формально в стратегії проголошені правильні речі. Сегодня появилась такая новость, что нынешнего президента Украины Владимира Зеленского готовы поддержать 29% украинцев среди тех, кто определился, если бы выборы состоялись в ближайшее время. Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг». Давайте посмотрим на цифры. Дословно 35% опрошенных довольны деятельностью президента Зеленского, 57% не удовлетворены деятельностью. Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 23%, недовольны 55%, затруднились оценить 23%. Работа премьер-министра Шмыгаля довольны лишь 14%, не удовлетворены 59%, затруднились ответить 27%. Можно ли сказать, что рейтинги президента стремительно падают? Ведь в прошлом месяце было 40%, а уже 30%. Ну, здається, це не про перший тур виборів. Тобто тут є різні показники. Є рейтинги довіри, недовіри, так, які дійсно впали дуже сильно. Вони дзеркально помінявся їх результат порівняно з тим, що було у вересні. А є рейтинг, скільки б Зеленський набрав на виборах. І це вже трошки інше. Тому що дійсно зараз більше президенту не довіряє, ніж довіряє. Це дзеркальна інша картина порівняно з початком його президентства. Але якщо говорити про вибори, ну, давайте згадаємо, скільки Зеленський набрав в першому турі. 75%. Не-не-не, во в первом. Первом 73. 35. 30. Нет, первый. Да. Мгм, 40, да, 41, 42. А зараз показує 29. Тобто приблизно той самий результат. Ну, здається, цього разу не робили моделювання другого туру. Там в попередньому опитуванні, я вже не пам'ятаю, хто його робив, може КМІС, може рейтинг, то там результат приблизно такий самий, якщо в другому турі Бойко, або якщо в другому турі Порошенка. Тому, знову ж таки, це пов'язано з тим, що поки що немає якби альтернативних кандидатур, які можуть змагатися з Зеленським. А якщо ми висуваємо той самий список старих претендентів, то ми отримуємо і той самий результат. Інша річ, я думаю, що зараз нам слід говорити про місцеві вибори, так, а на місцевих виборах буде зовсім інша ситуація. Мене, наприклад, вразило, що в Одесі «Слуга народу» набирає лише 8% голосів, так? Але Труханов набирає 60% голосів. От вам результат. Да? Тобто місцеві феодальні еліти насправді контролюють цю ситуацію. Тому на місцевих виборах, знаєте, з одного боку дійсно буде змагання «Слуг народу» і ОПЗЖ на Сході, на Півдні, а на Заході, в центрі це буде «Європейська солідарність», але на місцях будуть мерські ці структури – Кернес, Труханов. І в Києві буде Кличко, да, трошки краща репутація. Але, власне, ці сили можуть претендувати на те, щоб здобути перший результат. Хоча в Києві видається, що за останніми... перша трійка, умовно кажучи, це «Удар», «Слуга народу» і «Європейська солідарність». А от як між ними відбудеться розташування, це вже знак питання. Ви знаєте, що мене здивувало в цьому опитуванні? Тому що, в принципі, результати якби не є несподіваними, вони підтверджуються іншими опитуваннями. Мене здивувало, що 45% українців вважають дії нашої влади під час карантину адекватними і правильними. 45%. Більшість вважає. Так? І це мене здивувало, тому що на початку, якби влада діяла, коли були перші ознаки, влада все прикрила і нанесла удар по бізнесу,
А зараз ми бачимо іншу ситуацію, коли влада не реагує належним чином, коли навіть масковий режим не можуть забезпечити і в Києві, і на півдні. Мгм. І оце мене якби дивує. А українці вважають, що взагалі ставлення українців до пандемії, оце от, знаєте, таке на авось, що от пронесе, не треба робити ніяких заходів безпеки, воно мене вражає. Тобто більшість людей стурбовані економічними наслідками. Їх турбує те, що вони несуть фінансові втрати, а не їхня безпека у зв'язку з коронавірусом. Дуже дякую вам. Олексій Горань, професор Києво-Могилянської академії, був з нами на прямому зв'язку. Дуже дякую. А я предлагаю перейти к следующей теме, не менее важной. Тема Беларусь. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская пообещала президенту, временно исполняющего обязанности президента Беларуси Александру Лукашенко, гарантии личной безопасности. Только в том случае, если он уйдет из власти мирно. Об этом она заявила в интервью «Левому берегу». Предлагаю послушать это. Звичайно, якщо мирно піде по-людськи, то така ймовірність є. Особисто я повинна говорити за всіх людей. І думка всіх людей буде враховуватися в цьому питанні. Вот как вы считаете, вот это вообще высказывание, насколько оно важно для Александра Лукашенко, насколько оно важно для его окружения? Вообще задумываются ли они об этом? Совершенно не важно. Эта гарантия ничего не стоит совершенно. Гарантию может дать тот, кто в состоянии тебя защитить. То есть если гарантию ему даст условно Запад, Европа или США, если эту гарантию даст Китай, спрячет на своей территории, или Россия. Это первое. Но это все умозрительно, потому что Лукашенко не нуждается в защите и в гарантиях. Он намерен оставаться во власти, он не собирается уходить. Он расплатится независимостью Белоруссии с Путиным за свою безопасность. Они уже договорились о том, что он остается президентом и постепенно, красиво, аккуратно в форме конституционной реформы передает власть преемнику, на которого укажет Это Кремль. вот по вашим наблюдениям, да? Это фактически прямым Просто текстом об этом говорится они не после говорили, переговоров. там- Ну, естественно, они не выйдут. и Да, вообще там не сказать, пока если что они будут. сказали только про 1,5 миллиарда. Интеграция Мгм. в рамках союзного государства, все это за красивыми словами. 1,5 миллиарда невысоко оценил Путин Лукашенко. Янукович он в свое время обещал 15, и 3 успел дать. Вот. Так что, в принципе, Беларусь Лукашенко просто сливает. И белорусы не сопротивляются. Мы видим, что они, даже эти оппозиционеры, приехавшие сюда, которые говорят о репрессиях, о своей борьбе на вопрос, чей Крым, и почему вы не протестуете, не выходите на Майдан, как мы, они теряются, тушуются, потеют и говорят: не-не-не, у нас не Майдан, мы за дружбу с Россией, не подумайте, братья русские, Да, нас вот ничего о чем плохого». это говорит? Говорит ли это о том, что оппозиция белорусская, она полностью лояльна? К России абсолютно. Россия, Там, ну да. Россия фактически в этом конфликте сидела с двух сторон стола и вела переговоры сама с собой. Мгм. То есть оппозиционеры лояльные, та же Тихановская клянется в любви к Путину, просит вмешаться на стороне народа, и они постоянно доказывают, что, дорогие россияне, вам все врут, мы не против России, мы ого-го за дружбу, и Лукашенко за дружбу. То есть Путин кушает эту Беларусь с двух сторон, как хочет. Ну, тем не менее, Путин оказывает поддержку именно Александру Лукашенко. Это самый простой сценарий. Лукашенко силовыми разгонами полностью стал неприемлем для Запада. Он отдает Путину Россию, других надежд у него нет. И потом его отодвигают от власти по согласию, дают гарантии пожизненные. Он занимает какую-то почетную должность, там секретарь Совбеза, глава какого-нибудь совета. Реальные нити управления переходят к преемнику. Все просто. То есть это создание уже нового союзного государства. Ну, нового, о котором говорят уже очень давно. Мгм. А в какой перспективе? Я думаю, что в этом году, максимум в следующем, будет пройден основной психологический этап, перелом. Юридически так уже В совместно виде работают проведения и конституционной спецслужбы. реформы или Не, что? конституционную реформу с ней спешить не имеет смысла. Мгм. Это вопрос нескольких лет. Наработать, провести работу с людьми, проголосовать. Никто никуда не спешит, если по факту нити управления уже в твоих руках. Играться с оформлением ты можешь сколько угодно. То есть реальные нити управления в течение года перейдут все-таки к Кремлю, может 1,5 года максимум. Лукашенко какое-то время подсаживает, потом, не торопясь, конституционная реформа, отстранение Лукашенко, презентация нового союзного государства, в том числе и на мировых площадках. Ну, а Лукашенко предоставит какой-то другой пост. Должность, По-хорошему, ну, да. дадут. С другой стороны, ничто не мешает появиться внезапно, обостриться проблемам со здоровьем.
Избыток свинца в организме или полония – это всегда не очень хорошо. Тем более он новичок в России, еще запасы, я смотрю, безмерные. Поэтому возможно, чтобы не болтал лишнего. А может, идет на почетную пенсию, найдут какую-нибудь синекуру. Чем это грозит Украине? Потому что если Российская Федерация поглощает полностью Беларусь в экономическом, политическом и военном плане, а там вчера высадился десант Российской Федерации, сегодня уже в Минск прибыл министр обороны Российской Федерации Шойгу, очевидно, о чем-то идут сейчас договоренности. Да? У них маневры там. Да, а чем это грозит для Украины? Потому что мы оказываемся уже очень уязвимыми, и вот мы сможем сдержать такой периметр границы с севера, с востока, с юга. В чем мы совершенно правы, юго-запада. наша граница с Россией станет длиннее, протяженнее. Но сказать, что мы станем уязвимее, а что сейчас мы были под защитой, российские войска и сейчас находятся в Белоруссии, и год назад находились. Они союзники, у них в армии взаимодействуют, у них все договора, ДКБ, пожалуйста. То есть Россия теоретически могла оттуда нанести удар в любой момент, и вчера, и полгода назад, и год назад. Равно как могла нанести и из Приднестровья. То есть эта опасность была всегда. Сейчас она будет более формализирована, и по ту сторону будут стоять уже российские пограничники, а не белорусские, или из единой армии. По большому счету для нас мало что изменится. А что будет с белорусскими протестами? Ведь уже люди уже второй месяц выходят на акции протеста. И очевидно, что будут продолжать выходить, по крайней мере, слов ровно оппозиционеров. очень долго нельзя. Либо протест сходит на нет, либо он идет по нарастающей. Сейчас мы видим, что его подогревают. Его подогревают репрессиями. В ответ на репрессии протесты становятся жестче. Потом начнется процесс объединения, конституционная реформа. Лукашенко останется временно. И протесты, я думаю, постепенно сойдут на нет. Потому что тех, кто хочет бороться за незалежность Беларуси, на самом деле очень мало. Сейчас всю оппозицию объединяет желание, чтобы Лукашенко ушел. Как только этот процесс будет запущен, основная масса разойдется. Игорь Ташкевич с нами сейчас на прямой связи, эксперт с питань международной политики. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Игорь, вот вчера в Беларусь высадился российский десант, а сегодня в Минск прибыл министр обороны Российской Федерации Шойгу. О чем это говорит? В принципе, это старое желание России, которое сейчас начинает реализовываться, остановить сдвиг Беларуси, в первую очередь, военно-промышленного комплекса и военной подготовки в сторону от России. Потому что я приведу очень простой, скажем так, и одновременно яркий факт. Если мы берем, например, белорусский военно-промышленный комплекс, то в 2014 году доля российского экспорта, его экспорт составляла 80%, то есть 80% поставлялось на Россию, и более 70% изделий это были незавершенные образцы вооружения и техники, это была, условно говоря, составляющая часть комплекса, который дальше проводились в Российской Федерации. За 2019 год на долю Российской Федерации приходилось 26,4% экспорта, а в экспорте госвоенпрома общем большую часть занимали завершенные образцы. При этом Российская Федерация критично зависит от продукции, скажем так, в сфере оптики, она критично зависит от электроники, она критично зависит от продукции МЗКТ. С другой стороны, если посмотреть даже парад 2020 года и новую технику, если бросить, условно говоря, танки, тяжелую бронетехнику, то большая часть новой техники, она собрана либо на белорусских, либо на китайских технологиях, и китайской, либо белорусской элементной базы. То есть российского там минимум. Соответственно, такие процессы России очень сильно не нравятся. И один из первых шагов оплаты за российские услуги в помощи в политическом кризисе, который предпринял Лукашенко, это, если помните, уже месяц назад резко белорусская армия решила закупить российские БТР-82 и несколько российских вертолетов. Вертолетов вопросов нет, а закупка БТРов, она фактически отбрасывает собственную программу создания такого типа техники на несколько лет назад, поскольку сложно на экспорт предлагать образцы, которые не стоят в вооружении твоей армии. Так, а о чем договорился Александр Лукашенко с Владимиром Путиным? Здесь вот важно вот эти 1,5 миллиарда или все-таки поддержка Путина в вопросе проведения конституционной реформы? Стабилизация, скажем так, финансового рынка, причем это временные деньги, которые нужны именно для того, чтобы сбить панический настрой на валютном рынке, потому что потом эти деньги, как говорится, отобьет сторицей, покупая у населения валюту. Ключевая тема переговоров это были как раз-таки конфликтный вопрос игры России информационно на два поля, то есть на делегитимизацию
белорусской власти как таковой, независимо от фамилии. И ключевым вопросом переговоров это был контур политической реформы, которая в любом случае будет в России или без Лукашенко, или без. Но есть определенные темы, которые, либо тезис, которые более интересны Беларуси, но не интересны России, и наоборот. То есть, например, если мы берем разделение политических партий, то в переходном периоде для Лукашенко более выгодный формат формирования правительства просто с подачи, например, президента, либо кого-то еще, но без формирования правительства по принципу парламентского большинства, то есть без создания коалиции. Для России, наоборот. Спасибо большое. Ігор Ташкевич, експерт з питань міжнародної політики, був з нами на прямому зв'язку. А гостем нашей студии был политолог Кирилл Сазонов. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Ну, а я с вами не прощаюсь. Мы с вами прерываемся буквально на 5 минут. А после в этой студии мы продолжим обсуждать самые актуальные новости, которые появились у нас в информационной повестке, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Мы продолжим связываться с Крымом, связываться с семьями, родными политических заключенных, и также продолжим связываться с членами Меджлиса крымско-татарского народа. Не отключайтесь, будьте с нами. Хорш Кенч.